Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в программе «Аймахты Госдой» мы будем говорить об актуальном качестве электроэнергии и качестве обслуживания потребителей. Сегодня у нас в гостях сопредседатель наблюдательного совета Министерства энергетики Абдрасулова Нурзат Аскарбековна, член совета директоров Североэлектро Аргымбаев Сапарбек Абдыкалыевич и руководитель Центров защиты прав потребителей по Чуйской области Османалиева Гуляй Мышеновна. Здравствуйте! Здравствуйте! И прежде чем начать наше сегодняшнее обсуждение, хотелось бы предложить просмотреть первый вводный сюжет. Есть потребитель электроэнергии и есть поставщик. Между ними заключается договор. Есть правила пользования электрической энергией и публичный договор на снабжение электроэнергией бытовых потребителей, где четко определены границы собственности и ответственности между потребителем и поставщиком. Но об этом договоре знают не все абоненты, и редко кто видел его в глаза. Я не слышал о договоре. Между Североэлектро и нами? Нет. А что за договор? Нет этого договора? Нет, нету. А что за договор? Между поставщиком и потребителем. Вы знаете о таком договоре? Нет. Не знаю об этом. У вас есть договор? Есть. Давно уже договор это заключенный. Ну почему есть с электро? Да в этом году не заключали, и в прошлом году не заключали, а вперед заключали. Сейчас не приходили, не заключали. Знаю я, что есть договор. Договор с кем? С контролером должны составлять или Североэлектро? Нет, нет, нет. Нету, нет, не слышали. Первый раз от вас слышу. Не знаю. Не знаю, вроде нет, не знаю. Не слышали об этом договоре? Нет. Очередь в кассах сегодня чуть ли не обычное явление. Это, как отмечают сами потребители электроэнергии, связано с тем, что квитанция приходит не вовремя или вовсе документ не доходит до адресата. Но тем не менее пени этих абонентов растут. Например, вот последние 3 месяца, уже второй месяц нет квитанции. Вот сами приходим, здесь выписываем, а вперед было все нормально, хорошо было. А вот 3-й месяц уже, вот так вот, уже второй раз приезжаю сюда. В чем причина? Ну, я пришла, выписала все, квитанцию, не знаю. Приходит контролер, счет снимает, а квитанцию не принес. В чем дело, не знаю. Misal үшін азыр менде жоқ, өзім келіп төлеп отырмын. Азыр квитанция жоқ, алдым, барған жоқ, анан алып келіп төлеп отырмын. Барған жоқ, алып барған жоқ, квитанцияны. Бияқтан алып, анан кейін төлеп отырмын. Қырқып кетпесін деп. Конечно, есть и те, кто получает квитанции за свет вовремя, но таких, увы, небольшое количество. Вот всегда получаю и прихожу, оплачиваю. Ой, вовремя, девочки. Вот 20-го ходит, вот уже пришла платить, все готово. Да, вовремя. К сожалению, опыт показывает, что многие граждане не знают о своих охраняемых законом правах, как потребители электроэнергии, и не знают, что они имеют права на всю соответствующую информацию. Добросовестный поставщик обеспечивает безопасное, качественное и бесперебойное электроснабжение, повышает качество обслуживания потребителей, принимает меры по жалобам потребителей на электроснабжение, не соответствующие установленным стандартам. Добросовестный потребитель своевременно оплачивает электроэнергию, соблюдает оговоренный режим потребления по объему и мощности, использует только бытовые электроприборы для бытовых потребителей, ознакомлен со своими обязанностями и правами, рационально использует электроэнергию. Просмотрев первый сюжет, мне хочется задать такой вопрос. Какие на сегодня существуют проблемы между поставщиком и потребителем электроэнергии? Ведь, насколько мы знаем, их немало. Как потребители электроэнергии, это касается всех нас, независимо, кем мы являемся. И, конечно же, вот за 20 лет работы компаниями ситуация, оказывается, сложилась такая, что компании были монополистами, и с точки зрения, значит, потребителей, да, эта проблема не очень хорошо рассматривалась, и накопилось очень много проблем. На сегодняшний день вот к нам в наблюдательный совет поступает очень много заявления со стороны граждан, которые жалуются на множество проблем по качественному обслуживанию, по качественному получению электроэнергии. Вот как раз некоторые моменты, которые были озвучены вами, отражены в следующем сюжете. Давайте его посмотрим.
Электричество в этом доме есть только в 2 комнатах. Зимой дома ходят только одетые в теплые. Так женщина живет уже 9 месяцев. И пора бы уже решиться этому вопросу, но дело пока еще находится в суде. А все началось 2 года назад. Отключили без предупреждения электричество. При этом задолженности у хозяйки этого дома на тот момент не было. Решила женщина пожаловаться к начальнику РЭСа, как тут же ее обвинили в воровстве электричества и выписали штраф на кругленькую сумму – больше 33 тысяч сомов. Шокированная всей этой несправедливостью женщина куда только не обращалась. И к начальнику РЭСа, и в мэрию, и облгосадминистрацию. В результате уволили контролера, а штраф, сказали ей, все-таки нужно оплатить, с чем она категорически не согласна. Мынакей ошол 2010 жылы 17 декабрда 9 айдан кийинки счетчикти койгондо мына 33.590 сом биздин чыгарган штрафты төлөмөйүнчө. Я уже 2 года разбираюсь с работниками РЭСа, сужусь с ними. Пока не оплатишь штраф, сказали мне, света не будет. И включили свет только в 2 комнатах. Смотрите сами, в остальных электричества нет. Вот смотрите, здесь нет света, вот в этих комнатах отключили. Видите, вон там. И еще мне сказали, если ты самовольно подключишь электричество в отключенных комнатах, то в 10 раз будешь больше штраф платить. И плюс на суде будешь отвечать. А я с ними не так сужусь. Я считаю, что работники РЭСа должны выполнять свои функции, не нарушать при этом мои права, поэтому я буду с ними судиться. РЭСтин жумушчулары өздөрүнүн жумушун так жана туура мыйзам чегинде аткарса жакшы болот эле. К нам обращалась эта абонент. Мы дали ей консультацию, направили в АО «Восток Электро», помогли написать заявление. После этого она обратилась к нам опять через год, что вопрос этот был не решен. Она сидела 9 месяцев без света. Мы ее направили в Центр качества обслуживания. Опять-таки дали консультацию, законодательно разъяснили ее права, ее обязанности. Но вопрос повис. После того, когда комиссионно было рассмотрено с представителями облгосадминистрации, с участием нас, вопрос как бы стал продвигаться. Ей подключили свет, но подключили в 2 комнатах. Вот. Но на этом она не остановилась, поскольку были нарушены ее права, прямые права. Вот. Мы дали ей рекомендацию, объяснили законодательно, как защитить свои права, и она в настоящее время подала в суд на АО «Восток Электро» с требованием возместить ей как моральный, так и материальный ущерб. Когда света не бывает, невозможно скипятить чай, сидим в холоде. Хотя обещали летом, что они готовы к зиме и что свет никогда не будет тушиться. Джолдош Миникеев вечно страдает от отключения электроэнергии без предупреждения. Причем, отмечает он, не знаешь, насколько отключили, почему и когда включат. Ни по телевизору, ни устно никак не предупреждают. Вот. На телефону звонишь, телефон обычно не берут, телефоны заняты. Если даже отвечают, то говорят ремонт. Что за ремонт, не объясняют. Контролеру редко, когда открывают двери. В основном они для него всегда закрыты. Кого-то дома нет, а другие и вовсе не открывают ворота. День, 2-3 раза вот приходим. Допустим, он не открыл, и в 3-й раз тогда что? Ну, счет вручен, по мощности там в компьютере заложено, по мощности расчет выходит и даем абоненту. Так, показания счетчика 16:57. Сегодня ему повезло. Из 15 домов двери открыли в 2 и позволили записать счет. Сотрудник РЭСа по ходу дела рассказал, что и сами потребители, кстати, очень часто занимаются хищением электроэнергии. Бывают случаи, что потребитель мотал назад или набросил провод на стол. И, кстати, очень часто в таких случаях мы составляем акты нарушения, устанавливаем, каким образом они воруют электричество, или как остановили счетчик, или, допустим, промотали назад. Комиссию мы не создаем. Сразу же на месте составляем акты в 2 экземплярах. Вручаем один хозяину дома, другой доставим на работу. Один из бывших контролеров передал документы, по которым руководство энергосбыта Ленинского района собственными коррупционными схемами покрывает крупных должников, подделывая документы и получая взятки за крышевание нарушителей.
Как отмечают эксперты, недобросовестные потребители всегда будут стараться найти лазейку, чтобы платить меньше. Причем это станут делать не самые бедные слои населения. К примеру, не пенсионеры, которые ограничат себя в еде, но за свет и коммунальные услуги заплатят, а те, у кого есть блат. И пока потребители не знают о своих правах, контролеры будут пользоваться их неведением, отмечают эксперты. Посмотрев этот материал, возникает такой вопрос. Между поставщиком и потребителем электроэнергии работают ли какие-то организации, чтобы улучшить эти отношения? Чтобы поднять свой имидж, компания, которая хотела бы получать обратную связь от тех услуг, представляемых услуг, которые было, в каком качестве, какие требования на сегодняшний день есть и какие требования со стороны абонента. С этой целью были созданы центры по качеству обслуживания потребителей. Но на сегодняшний день я могу сказать, что за прошедший год анализ поступивших заявлений говорит о том, что примерно 65% поступивших заявлений, претензий, это касалось отключения, касалось некачественной электроэнергии в виде низкого напряжения. Примерно 14% говорят, что имеют претензии к выставленным счетам. Примерно 7% из тех заявлений, значит, в отношении счетчиков, когда некоторые, будем говорить, работники компании в ущерб интересам потребителей настаивают, чтобы они заменили индукционные счетчики на электронные счетчики. Хотя я однозначно здесь официально могу заявить, что замена – это проблема, она должна делать компания. Там есть по условию договора, когда потребитель нарушил пломбы, нарушил целостность счетчика, то он возмещает компании, покупая за свой счет новый счетчик. Вот в этом, а в других случаях все время это должна делать компания. И 5% еще населения имеет претензию на работников, которые имеют грубые отношения, невнимательные отношения. Это показывает, мы имея возможность отслеживать, что происходит, я думаю, что компания принимает решение по-своему. Вот это как буферное, вот это заглаживает ситуацию вот эти работники Центра качества. Я хотела бы сделать дополнение, что на самом деле создание центров качественного обслуживания при компаниях, да, это не должно, наверное, компаниями восприниматься как буферная какая-то, значит, организация, которая смягчает удар, скажем так, со стороны потребителей, да, потому что компания в самом деле должен быть сам заинтересован, чтобы та услуга, которую они оказывают для населения, должна быть качественная. В этом отношении Центр качественного обслуживания – это обратная связь с населением. Кроме центров качественного обслуживания, которые при компаниях созданы благодаря инициативе прозрачности в топливно-энергетическом комплексе, да, нужно сказать, что со стороны гражданского общества тоже создаются такие центры. Это альтернативные центры, которые называются общественные центры защиты прав потребителей электроэнергии. Вот как организация, которая очень давно работает в этом секторе, мы увидели такую необходимость, потому что на местах работа очень мало проводится с населением, и недостаточно, что есть инициатива, да, что есть наблюдательный совет, это все мы сидим, там, скажем так, в столице, об этом рассуждаем, и поэтому мы хотели непосредственно общение с потребителем тоже в регионах. Как, да, работа идет в регионах, на местах. Для этого создается сейчас такая широкая национальная сеть общественных центров защиты прав потребителей. У нас уже Сыкульская и Чуйская область охвачена. В данный момент уже 8 центров работают. Кроме этого, уже начали такие центры работать еще в Ашедже, Лабате и в Нарыне. Во-первых, это независимые действительно центры. Эта инициатива идет снизу, поддержана была общественным фондом ЮНИСОН, и при поддержке этой организации, экспертная, кстати говоря, организация, да, в этом секторе, вот они продолжают на сегодняшний день эту работу. И вот, к слову сказать, то, о чем говорил уважаемый член Совета директоров, да, я могу добавить следующее. Вот то, что своевременность создания этих центров, да, качество обслуживания населения, это однозначно спорить никто не будет. Потому что вот этот заколдованный, можно сказать, тогда круг, когда потребитель
идет от одной инстанции к другой и не находит ответа на свои вопросы, да, и не находит решения, да, этих вопросов, конечно же, она создает определенную такую ситуацию нехорошую в обществе. И в центре сегодня отмечают вот следующую такую ситуацию, что вот это вот доверие потеряно было. Как раз таки в следующем сюжете у нас отражена работа вот этих центров. Давайте посмотрим третий сюжет. При распредкомпаниях и районных электрических сетях год назад были созданы центры по качеству обслуживания или менеджеры по работе с клиентами. Получая заработную плату от этой компании, они в их штатной должности, они при министерстве. Они подчиняются непосредственно, скажем, генеральной дирекции этой компании. Но в то же время они решают проблему отношений между потребителями и распредкомпанией, но уже глубже и шире. Ну, есть в основном такие моменты, как сговор недобросовестных работников наших, это как контролеры. И я не говорю это, что все сплошь и рядом. Есть моменты, и это доказуемо. Вот вы даже читали, наверное, в пятничном номере вечерки, где есть такие моменты, и они отражены. Когда потребитель не согласен с тем показанием, которые ему представляет или к нему предъявляет распредкомпания, да? Вот в этих моментах как раз и есть помощь вот этих менеджеров на местах. С появлением ЦКО немного наши нагрузки уже разгрузились, потому что специальный специалист принимает абонентов и с ними работает. А вот в ЦКО города Кант порядка 70% жалоб поступают по качеству электроснабжения, около 11% по качеству обслуживания потребителей, по неправильно выставленным счетам около 6% и столько же по замене учета приборов. Таким образом, вот скажем, за истекший год было у нас 261 выезд на место с разбором, с естественным присутствием контролера. И по результатам уже определенные выводы. Мы стараемся так, чтобы не было никаких претензий ни у организации к абонентам, ни у абонентов к организации. За короткое время,